Обладать магическими способностями хотел бы каждый. Наверное, поэтому всех так влечет потусторонний мир. С точки зрения Русской Православной Церкви заниматься колдовством и гаданиями – это грех. С точки зрения закона подобная практика весьма сомнительна. В интернете можно найти огромное количество объявлений о предоставлении магических услуг, начиная от рождественских гаданий, заканчивая любовными приворотами и снятием порчи. Мы решили узнать прейскурант цен на мистические работы. Здравствуйте, это по объявлению вам звонят. Да, слушаю вас внимательно. Ну, я вот как бы хочу воспользоваться услугами, наверное. И, не знаю даже, к кому обращаться и там, что делать-то. Ну, надо записаться, у меня предварительная запись. Ага. Вам удобно, какого числа вы можете подойти? Ну, я, в принципе, и сейчас свободен, но там мне с деньгами надо узнать, сколько сначала. Ну, у меня сейчас это люди, поэтому я сейчас занята, но должны подойти. У меня предварительная запись, каждый человек идет по записи. Вот, прием у меня стоит 1000 рублей, а там уже смотрим, какая у вас проблема, и дальше разговариваем, беседуем. Ну, тут мне сказали, что подозрение на порчу, вот снять ее, это сколько будет? Ну, снятие, вот если она у нас подтвердится, естественно, тут я вам все покажу, мы все с вами проверим, посмотрим. Если вы будете согласны снимать порчу, то порча у меня стоит 5000. Ага. Вот, ну, а защита там, естественно, должна быть, но это уже это, думаю, предварительно встретимся, все вообще. Пообщаемся и поговорим. Большинство гадалок и ведьм могут предоставить сертификат, удостоверяющий их компетенцию. Ассоциации народных целителей, ведьм и колдунов раздают удостоверения и дипломы своих организаций. Купить такой диплом стоит от 100 до 500 долларов. Некоторые из таких организаций скрываются за формой некоммерческой организации. Некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо с момента государственной регистрации. Такое объединение считается созданным с момента принятия на съезде либо на общем собрании решений о создании общественного объединения, но право юридического лица оно приобретает после регистрации. Также такие организации апеллируют сертификатами так называемого международного образца. На самом деле такие сертификаты нормативной силы в России не имеют. Действия таких ассоциаций более чем сомнительны и не попадают в заголовки криминальных хроник только из-за того, что у полиции есть дела, действительно угрожающие жизни. Разбираться в мистических перипетиях не входит в компетенцию органов. Если вы решили воспользоваться услугами подобных специалистов, то с юридической точки зрения добровольно отдали деньги, даже если ожидаемого эффекта не произошло. Как раз поэтому одной из целей созданного энтузиастами якутского общества «Сандар» является просвещение обывателей в магическом предпринимательстве. С их помощью был создан комитет, куда входят авторитетные эксперты в области духовных практик. Что необходимо создать какую-то объединяющую силу, скажем, межведомственную, да, как сейчас принято говорить, которая бы объединяла людей именно вот по такому признаку. Во-первых, это помогло бы, наверное, это объединение помогло бы, наверное, надеясь на то, что люди друг у друга будут подпитываться знаниями, воспитанием, духовными какими-то новыми составляющими. И с другой стороны, создавая такую определенную общую ауру, это передавать населению, воспитание молодежи, подрастающего поколения и так далее. Практически, наверное, 90% людей, проживающих в нашей республике, они обладают теми или иными способностями. Вот. И тогда у нас возникла мысль, что, наверное, надо приводить какое-то, упорядочение, что ли, скажем, вот этих знаний, этих умений. Общество организовано для выявления и раскрытия потенциала у населения неординарных способностей. Это не битва экстрасенсов, это попытка упорядочить хаос, который творится в околооккультных кругах. Народными целителями надо нам работать, просветительскую работу надо провести, потому что есть уровень у всех не одинаковый, и надо все равно проводить какие-то просветительские, какие-то
такие духовные занятия. И населению нужно, и целителям. И, в общем, кто занимается и хочет этим, даже у тех, у кого есть данные природные, у них тоже уровень совсем разный. Некоторые очень образованные, ездят, учатся на всех этих курсах парапсихологов, допустим, скажем, а некоторые вообще сидят в деревне и не занимаются самосовершенствованием. Вот для таких людей, чтобы с населением они работали грамотно, чтобы работали, у нас и ведется вот, ну не ведется, а вот хотим вот такое. Дом Арчи считается центром духовной культуры Якутии. По мнению большинства жителей, именно там сосредоточены знания об иных мирах. Однако сами работники Дома национальной культуры к мистериям относятся довольно скептически. Каждый день, ежедневно, вот сегодня с утра приходили люди, которые нуждаются в помощи. И мы делаем для них как бы духовно ориентированную психологическую консультацию. Это, если сравнить с обычным психологом, то обычный психолог не смог бы работать в нашем центре, потому что у нас все связано с якутской традицией и с рождения, с самого рождения человека и до самой кончины связанные вот эти обрядовые действия при различных ситуациях. Люди, конечно, не все знают, поэтому они находят ответы на эти вопросы во многом у нас. И, конечно же, приходят, которые сами считают, что у них какие-то экстрасенсорные такие способности, или они недавно обнаружили, что у них какие-то лечебные такие способности или ясновидящие такие способности. Ну, для таких людей мы обычно делаем очень простые вещи. Сначала, конечно же, человека усаживаем, просто не на тему этой его необычной способности, ведем разговор обычный. При этом, если это весной или осенью, когда человек начинает заболевать разной болезнью, которые вот переменные такие годы, времена года у них появляется сильно, ну это выявляем сразу. В то же время в доме Арчи не отрицают наличие сверхъестественных сил. Русская православная церковь также считает, что мир вокруг нас не столько материален, сколько духовен. Но гадание, колдовство, знахарство и прочая мистическая деятельность считаются занятиями от лукавого. К таким явлениям относятся отрицательно. Если мы обратимся к Библии, то, правда, к Ветхому Завету, то мы увидим очень радикальное суждение. В книге «Исход», глава 22, стих 18, говорится вообще дословно, простите за неполиткорректность и нетолерантность, «выражение не оставляй в живых». Это, конечно, не значит, что христиане там будут у магов и гадалок сжигать на костре. Как-то не принято. Не принято, не гуманно и вообще. Но, в общем, церковь относится к этому отрицательно. В чем причина? Дело в том, что церковь видит в духовном мире очень большую реальность. И та реальность, которая с Богом напрямую не связана, это реальность темная. С точки зрения церкви, любое гадание это именно та реальность, которая с Богом не связана. Может возникнуть вполне разумный вопрос, а почему, собственно, не Бог открывает? Критериев несколько. Первое. Зачем, собственно, человеку открывать будущее? Второе. Вот эти вот гадатели, экстрасенсы, целители,
целители немножко отдельный разговор, но, в общем, примерно та же компания. Помимо гадания, что они еще делают? Что мы можем еще увидеть сплошь и рядом? Отворот, там, приворот, да? Это все не имеет никакого отношения к подлинному, светлому духовному миру. Во-первых, это манипуляция человеческими эмоциями, чувствами, эмоциями, манипуляция человеческой жизнью. Кроме того, есть еще одна деталь, гораздо более приземленная. Очень часто это просто шарлатаны. Тем не менее, несмотря на неодобрение со стороны церкви и сомнительной деятельности шарлатанов, гадание и мистика были и будут популярны. Притягательная сила неизведанного также действенна для якутян, как и для других жителей планеты. Верить или не верить, каждый выбирает сам. В любом случае, результат магических воздействий не гарантирован, и это может оказаться пустой тратой денег. Помните, что большинство так называемых магических воздействий имеют под собой вполне материальное объяснение. По темным улицам летит ночной дозор.